Ну вот, ребят, дошли наконец-то. Погода вообще, до сих пор идет снег. Изба у ручья. Надеюсь, помните. Тут амбар. Амбар стоит, все хорошо с ним. Там изба, сейчас подойдем поближе. Тут я чай попью. Здесь амбар. Там баня. Амбар. Лок. НПЗ. Большой, конечно. Но все нормально. Пожаров не было. Все стоит. Баня закрыта. Крыша, вон как все выглядит. Тоже уже надо крыть. Это сигнал от навигатора. Ну, черная баня по черному. Тоже небольшого размера. Огромная печь там. Много камней. Вообще офигеть хорошо. Ведра. Так, окно, пленка порвана. Так что, Антон, имею в виду. Так. Че вам за ракорка? Лечотчины. Ночевать не стану. Хотя в задумках тоже было с ночевкой сюда прийти. Че вам за ракорка? Вот так. Все в порядке, в идеальном состоянии. Ведро только вот почему-то ведро оказалось на улице. Вот. В остальном все нормально. Это котелки тоже надо кинуть. Может лопнуть так. Это для собаки, наверное. У собак. Так, опрокину. Вон там река. Ой, течет ручей. Уже я поставлю. Плечо уже устало за эти дни. Так сказать, север оружия не из легких тоже. Вот. В прошлом или позапрошлом году Найда еще жива была. Я тут даже рыбачил. Вон он. Огромный ручей. Ну, я смотрю, брод тоже можно перейти. Вот так, вчера также. Здесь-то я перейду, думаю. Начинал переходить и блюхнулся, блин. Вот. Вот так со стороны. Вспоминайте, пишите комментарии, кто помнит. Каждый год снимаю. Летом и зимой, осенью и зимой. Прошлую зиму я тут ночевал. В феврале, охота еще открыта была, наверное. По следам волка, наверное. Фильм был многосерийный даже у меня. Тут я ночевал одну ночь. Много километров тоже тогда прошел за эти 2 дня. Вот. Ну, самое главное, дошли. Благополучно все. Сейчас зайдем, посмотрим, как там. Это старая изба уже, конечно. Все, хана. Все, хана. Что вам за ракорка? Почему ведро на улице? Вот интересно, как она туда попала. Полбочки. Антон тоже мангал, видимо, сделал. Так, мачете это я в прошлом году видел или нет? Мачете, вон, смотрите, какое сделано. Ну, сучья рубить. Так, что он за ракорка? Ух, как хорошо. Бич-пакет, помните, ребята? Я оставлял гостиниц в избе. Вон, до сих пор висит. Мыши не дошли. Все. Так что всегда надо так повесить еду от мышей. Ну, я здесь нормально отдохну. А здесь, смотри, сколько мусора. Из потолка идет мусор. Вроде нигде ничего не течет. Я смотрю. Нигде ничего не протекает. Самое главное, сейчас я проверю,
чтобы хозяинам передать. Все нормально вроде как. Ничего нигде не течет. Даже возле трубы даже все сухо. Так что все окей. Вон тулан мой. Работяга. Так, ну тут тоже все сухо. Все сухо, да. Так что, Антон, все нормально с избой. Просто великолепно все. Нигде ничего не течет. Вот баннер, ваш баннер держит воду. Я не знаю, баннер, наверное. Вон он. Такая белая кровля какая-то вот. Вроде как баннер. А может и нет. Рога у оленя. Самолов вот тоже вот на солнце, я не знаю, куда и сами хозяева так оставили. Я не знаю, почему на солнце. Вот такие дела. Так что все здорово. Вы даже не представляете, как мне нравится здесь. Я себя чувствую здесь, ну, как дома. Я не знаю почему. Вот я привык к этой избе. Вот, каждый год. Вот видите, я сколько километров прошел. Практически нет. Ну, 8 километров я. Больше 8 даже. Прошел и вот рюкзак пустой. Ничего не удается добывать. Каждый год так. Почти каждый год. Редко, когда что-то я добываю из боровой птицы. Но все равно меня вот тянет. Почему? Даже с удочкой я порыбачил. У меня изба возле реки. Нет, все равно хочется вот здесь попробовать порыбачить. Хотя тут тоже хариус. Вот поздней осенью вот такая вот мелкие остаются. Может крупные. Летом тоже есть. Почему бы и нет. На лето на все ручьи хариус поднимается. Вот. Ну вот. Мне по душе эта изба и все. Хотел еще по насту сюда приехать. Хотел привезти дровишки еще в запас на буране. Не получилось. Даже до своей избы я не приезжал. Вот. Нам есть траву. Сейчас мы отдохнем где-то полчаса. И дальше в путь. У нас сегодня маршрут минимум 20 километров. Прошли только на ощупь. Ну, на обед у меня перекус. То же самое. Сыр, хлеб. Последний сыр остался. Сыр, хлеб и больше ничего. С туланом тоже обязательно. Мне вот самое интересное, мне вот хочется узнать, с кем он воевал. Кого он там зарезал. Не знаю, может зайца, может еще кого. Зайца тоже следов я нигде не видел еще. Проголодался паренек. Одним словом, ребят, у меня тут перекус. И дальше в путь. Все здорово. Может быть, даже и зимой еще будет поход в эту избу. Кто его знает. Чай сегодня у меня с сахаром и еще барбарис туда закинул. Да, вкус конфеты есть. Ух. Здесь, наверное, спутник не ловит. 1,5 километра мне еще надо идти. 1,5 километра еще идти до перехода. И там еще, не знаю, успею, нет. Сколько времени отдыхать? Часы тоже неверные. Вроде рано еще. Так, ладно. Надо обедать.
закрытым. Полностью не закрою. Ой, смотрите, какая погода. Сейчас начнется самый нехороший поход. Это придется мне идти вот сперва по такой тайге. По такой, ну, не знаю, что делать. 1,5 километра до перехода идти. Там переход, мост будет через этот. Или же через любой валежник я могу перейти напрямик, выйти уже. Пройти. Но очень тут очень густая тайга именно под сад. Прям невозможно идти. Такая полоса страшная. Давайте сперва в сторону перехода схожу. А там посмотрю, как дорога. Там вырубки старые, ужасно. Ладно, изба. До новых встреч. Спасибо за все, что ты есть у нас тут. Всегда я прихожу к тебе. Ищу переход через один ручей. Тут слияние 2 ручьев. И вот мне надо оба ручья перейти. Валежники есть, но, блядь, скользкие они, вообще жесть. Он только так перепрыгивает. Глубоко нет тут. Вот ламы. Вроде нет. Ой, блядь. А, вроде нет. Вроде нормально. Перехожу, ребят. Вот это один ручей. А возле избы уже основной там получается. Еще я буду переходить через второй. И мне идти сейчас через вот это все. Почти километр 300. Просто другого варианта у меня нету никакого. Везде тут такой лес, блин. Так. Ну, я потихоньку доберемся до нужной цели своей. Я, ребят, иду по вырубке. И я просто обалдеваю от этого. Я думал, у меня путь будет эти 1,5 километра ужасные. Да тут оказалось вообще кайф. Старые, 100-летняя вырубка лесопунтовская. Вот смотрите, пни. А лес вот за эти годы, ну, лет, сколько там, 70, наверное, может, примерно прошло. И за это время только вот в основном березы вышли. Но пешком идти, офигеть, просто я получаю кайф, удовольствие. Почва хорошая, ягель. И зимой я сюда вообще не лезу. Думал, тут я не пройду. Возле ручья все время к избе шел или от избы. Но на будущее буду иметь в виду, что здесь реально можно тоже ходить. Собака у меня куда-то опять пропала. Я не знаю, вот с избы вышли, перешли ручей и все. Я больше его не видел. Но пока ничего не лает. Но тут возле ручья всякое возможно. И даже могут быть лоси. Они в таких трущобах, конечно, бывает и живут. Так, ладно. Иду, наслаждаюсь. Пока взлетов никаких нету. Даже рябчики не взлетают. Но по новым местам интересно ходить. Для меня вот этот участок новое. Ягоды, самое главное, вон он. Хорошее место оказалось. Не такое страшное, как думал. Где-то тут должен быть мост. Потому что я уже на месте. Вот тут проходила дорога. Один товарищ меня спрашивал. Говорит, можно тут еще на каракате проехать? Ну,
Я бы не посоветовал сюда залезть на какой-либо технике. Тут не только на каракате, на лыжах тут не пройти. Смотрите, как здесь все заросло. Ну, от моста только название, оказывается, тут уже вообще даже и ничего не осталось. Я надеялся, что от этого моста еще будет какая-то дорога. Вообще гиблое дело, ребята. Настил, вот он, остатки. Вон, раз, два, три, ну, штук 5, наверное, бревен осталось. И еще, гнилые или нет. А то что, тут бобры? Да-да, вон, ребят, следы бобров. Я и смотрю, блядь, перекусили вон дерево. Вон, тут бобры живут. Фу. Вот это да, погода вообще ухудшается. Вообще жесть, я уже становлюсь сырым. Почти сырой уже. Не знаю, как я пройду. Фу, бля. Надо перейти мне ручей. Осторожно как-то. Бревна на носе гнилые уже. Я-то думал, тут еще настил лежит. Наверное, все уплыл этот настил по большой воде. А там, где дорога, хрен пойми. Мне надо до тех елок дойти, самое главное. А там уже, думаю, хорошая почва будет. Ради этого места я и сюда пришел. Там будет потом болото и сосновый лес. Надо там проверить еще. Тулан что-то. Где-то я появлялся и снова не вижу его. Смотрите, сколько валежников на ручье. Дерево на дереве. Просто вот здесь летом, осенью-то есть, имею в виду. Осенью я тут не бродил. Первый раз тут прохожу. Погода, поверьте, ужас. Сырость. Я не знаю, может из-за этого даже боровая птица куда-то спряталась. Здесь прошли вырубку, но вырубка нормальная, хорошая. Даже и для боровой птицы. Выдержит, не выдержит потом этот. Все, первый перешел. Ладно, попробуем. Я не как тулан. Надеюсь, выдержит. Вчера я уже ванну получил. Вон тулан. Ух. Ой. Вроде все хорошо. Самое главное, ориентир не потерять, в какую сторону идти. Потому что не знаю, где тут дорога. Может там, вот в этом месте. Вперед. Найдем. Зимой-то почти каждый год хожу, а вот осенью первый раз.